Друзья, и вот в этом кафе я сейчас вот решила перекусить. 85 сом. Принесли стакан воды бесплатно. Здесь овощи, тарталетка как песочная, внутри овощи, курица и соус. Так, мне приятного аппетита. Попозже покажу, где находится это кафе, я расскажу. Но, друзья, это кафе Ля Maison. Здесь подают французские блюда и национальные блюда. Ну, честно скажу, просто обалденно вкусно. Потом я вам покажу поподробнее, расскажу об этом кафе. Буду подали, видите, в каком красивом кружеве. Так, дорогие друзья, на пересечении улицы Аразбековой и Московской я нашла вот такое вот уютное кафе. Московская 122. Кафе Ля Maison. Видите, здесь также подается французская национальная, здесь французская национальная кухня и кондитерская, где выпекают булочки. Вот вход, вот кафе. Сейчас внутрь зайдем. А по Аразбекова, оказывается, находится посольство Франции в Киргизской республике. Здесь можно летом посидеть, когда тепло, выйти, посидеть, покушать и выпить чашечку кофе. Сейчас зайдем внутрь. Французская национальная кухня, кондитерская. Вот так. Здравствуйте, добрый день. Еще раз. Здравствуйте. Так, ну вот, это кондитерская, французская кухня. Здесь выпечка. Вот покажем цены. Расскажите о выпечке своей. Ну, у нас своя кондитерка. То есть, получается, мы не завозим ничего. У нас мы всегда стараемся использовать натуральные продукты, стараемся использовать дорогие ингредиенты. На чем основывается наши гости, они всегда приходят, любят наши, к примеру, круассаны. Вот. У нас есть круассаны с бананом, с джемом, со сгущенкой, также с шоколадом. И сколько они стоят? 65. На данный момент я только приняла свою смену, поэтому надо... Ну, а вот эти что за пироги? Вот это тирамису. Вот. Это чизкейк большой, это маленький. Разница и в граммах, и в цене. Также... цена какая, если вот кусочек? Вот эти большие торты, они стоят 170. Кусочек? Кусочек, да. Кусочек. Вот. Если целый брать, то в тирамису 1300 где-то. В районе. Потом у нас мы делаем печенье, также шарлотка. К примеру, вот печенье, вот пуговки называются. Они... Где пуговки? Вот эти вот? Сверху с шоколадом сделаны. Вот эти пуговки. Да. Получается тесто песочное, и сверху шоколад. И там уже наш кондитер фантазирует, рисует рисуночки. И сколько стоит? И, так, 65. 65 одна штучка. Нет, 55, извините. Вот здесь 55? Да, 55. Одна штучка. А вот эти вот печенья? Они, получается, как кексики идут. Кексики. Внутри начинка шоколадная обычно. Сколько стоит? Называются они макаронца. 35. Штучка, да? Да. Также мы делаем сочинские. Вот. Сколько они стоят? Тоже, они 65. Они просто вышли недавно только, и они остывают, чтобы положить их. Ну, очень симпатично выглядит, так хочется их съесть. Так же, как и круассаны. Ну, то, что я уже покушала, я вам, друзья, уже показала. Это было бесподобно вкусно. Вот в таком стиле интересном сделано кафе. Кроме этого,
Здесь еще мед вы продаете, да? Да, мы сотрудничаем с компаниями, Как? ну, которые поставляют нам мед. А, Цена у нас не увеличивается, так же, как и в самих компаниях продается, так же и здесь. тут и Мы перга это делаем продается. чисто из-за того, что рядом с нами отели, и много иностранцев приходит, и они хотят чего-то кыргызского. Кыргызского? Да, вот это сысыкуля с разными начинками, он есть с орехом, А, ну да, тут вот, с изюмом. да, соты натуральные продаются. А вот этот круассан с чешской, Все такое. Да. Ну, зайдем внутрь этого кафе. сгущенкой с джемом. Вот, видите, все это как в ретро. Очень интересно. Сделано все так, знаете, в домашнем стиле. Вот я сидела за таким столиком. Все так, как будто бы пришел к себе домой, сидишь, уютненько попиваешь чай, кофе. Хорошо здесь посидеть с друзьями. Даже какие-то книг у вас много. А книги на каком языке? На французском или и на русском есть? И на французском есть, и на русском, и на кыргызском. А с посольства к вам сюда заглядывают? Я не интересовалась, много людей приходят на бизнес-ланч. и- А бизнес-ланч сколько стоит у вас? У нас, получается, вообще все блюда, они идут с салатом, с супом или там, с картошкой фри, и это уже как большая тарелочка называется, это уже есть как ланч. Да. Понятно, это и есть ланч. 350 я там вроде, да? Да, Где-то 350, да. Это французская тарелка. Ну да, там я и прочитала, что там как раз мясо, Да. допустим, салат, гарнир, и все это 350. Видите, оформление какое интересное. Ретро-стиль. Ну, интересно, это вот свечи, да? Это вот, или что это у вас? Это же свечи, да? Да, Свечи. мы еще много А, так вы свечи тоже продаете, что ли? Или просто это как интерьер? Ну, Я не интересно. уточняла, вроде нет. В общем, интересно. Скажите, а у вас можно сесть, допустим, почитать книжку? Да. Вот, допустим, даже вашу книжку взять, любую, да? Выбрать из вашей библиотеки, сесть, допустим, заказать кофе или там чай, там все сесть, взять круассанчик Конечно. и взять книжечку и почитать, да? Да, конечно. Шикарно, действительно. Это вот часы. Так, интересно. Также у нас есть вин. А вина вот какие, да, это? Это Мариус Чапатье. Но оно чистое из Франции или все-таки здесь где-то вы берете? Я не уточняла, это наша хозяйка. Но они очень хорошие. Еще раз название назовите. Производитель Мариус Чапатье. Угу. А эти? Тоже Да, тоже да. самое. Вот у нас И сколько оно стоит приблизительно? ну, к примеру, Мариус красный 750. Есть вот Гренаж. Оно так, это Гренаж, оно должно стоить 1200. Но Это чисто тут виноградное вино получается? да, у нас они, получается, один сорт используют. Понятно. А это что? А это маленькие, получается. Тоже вино здесь? Да, тоже вино. 350, Маленький да? парень, да. На пробу так, допустим, взял, попробовал. А это получается уже как... А это эти... Добавляем в кофе и... А, ликеры, что ли, Да. это как? Ликер, Ну, вот это вот. Вот это ликер, вот это точно не знаю. Так, да, это вроде он, но он не алкогольный. Ага. Это вы добавляете куда? А в лимонады, в кофе. А, с ну шоколадом, делаете, да. наверное, эти тоже. как Да, это сказать, по желанию, да. Коктейли. коктейли. Благодарю. Да, вот. Даже вот контрамарочка старая сохранилась. Такие столы.
В общем, я так как-то шла мимо, зашла перекусить, меня это удивило. И я решила, друзья, для вас снять вот такое кафе. Домашнее, уютное, где можно посидеть, посмотреть, какие-то книжки полистать, почитать с друзьями. Так. Даже сундук такой старинный. Очень интересно. Вот такие дорожки, даже вот все старинное, под старину, все под старину. Смотрите, какие есть стулья. Здесь карта старинная. Опа, под старину. В общем, очень интересно. А здесь стулья в царском стиле. В общем, стулья все разные, абсолютно все разные. А смотрите, какое старинное зеркало. Где ж люди-то урвали все это? Для детей даже здесь стульчик есть. Кто с ребенком придет. Глобус старый. А книг много. О, даже шахматы лежат. Вот. Приятная музыка играет, между прочим. Ну вот, друзья. Показала я вам вот это вот кафе. Честно сказать, я говорю, была приятно удивлена такой находкой. Стулья все разные. Девушка, а там вот шахматы лежат. Что, это действительно можно взять шахматы и поиграть у вас здесь? Да. Да вы что, круто. У нас есть и детские игрушки иногда. Да, даже детские игрушки есть. Дети могут тут и посидеть, допустим. Но я видела детский стульчик, даже там может ребенок сесть, посидеть, играть, пока взрослые сидят, чай, кофе там или кушают, или что-то празднуют. И вот даже игрушки, смотрите, действительно детские. Вон здесь фломастеры, ну очень интересно. Это как прямо домашнее кафе можно назвать, да? Ладно, благодарю, девушка, вас за информацию. Я говорю, была приятно удивлена. Приятно удивлена была до находки такой. Благодарю вас, до свидания. Всего доброго. Здесь даже новник такой под старину. Так. До свидания. Ну вот, друзья, это я вам показала кафе La Maison, французскую национальную кухню, где и кондитерская. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Благодарю всех за внимание. Это на пересечении, еще раз говорю, на пересечении улицы Московской и Оразбекова. Это меню.